не забудем никогда. Герои, погибшие в боях за Родину, труженики тыла, невинные жертвы фашизма. И этот список далеко не полный. У каждого портрета своя история. Те, кто боролся за победу сегодня, идут с теми, кому когда-то подарили мирную жизнь. Бессмертный полк прошелся твердым шагом по каждому городу республики. Это, например, Воркута. Горожанка Галина Васильевна несет портрет своего папы, Аникеева Василия Петровича. Помнит до деталей события из его военной биографии. Дошел до границы Белоруссии и Германии, и там его снова ранило осколком. Они там совершили 7 человек боевой подвиг. Ему дали медаль за отвагу. Он проработал всю жизнь и никогда не забывал об этих событиях и всегда нам рассказывал. А теперь мы рассказываем своим детям, внукам и уже правнучке. Здесь же и представители киргизской диаспоры с фотографиями своих земляков. Их участвовало в войне 365 тысяч, из которых 150 тысяч так и не вернулось домой. Он совершил подвиг, своим телом закрыл амбразуру ДОТа, и таким образом он поддержал наступление. И в самый такой важный момент наши перешли реку, форсировали и захватили на другом берегу большой плацдарм. Присутствующих даже нет смысла спрашивать, зачем нужен бессмертный полк. Ответят все как один, чтобы из благодарности и уважения сохранить память и больше никогда не допустить подобного. Это же память о наших детях, о дедушках и бабушках. Это спасибо им за чистое небо, за мир, который они для нас сделали. Это никакие вымышленные там супергерои, не это настоящие наши, которые своим этим подвигом. Если бы их не было, у нас тоже, наверное, не было бы. А это Ухта. Здесь у Вечного огня в 40-е как раз располагался военкомат. И именно отсюда около 13 тысяч ухтинцев в годы войны отправились на фронт. Их портреты торжественно проносят по городу дети, внуки и правнуки. В этом году участников всероссийской акции в Ухте собралось рекордное количество. По примерным подсчетам почти 13 тысяч. Благо погода в этот праздник Победы тоже была на редкость теплой. Это мой отец, Жилов Дмитрий Григорьевич, младший сержант войск химзащиты, Первый Украинский фронт. Ну, больше я ничего не знаю, потому что была очень маленькая. Это мой папа. Это бывший участник гражданской войны и отечественной. И я участник. Это мой дед. Расскажи. Он воевал на Втором Белорусском фронте. Капитаном закончил войну. Имеет 2 ордена Отечественной войны, 2 ордена Красной Звезды. Это мой папа. Он воевал на Халхин-Голе с японцами. Вот. Не любил рассказывать про войну и практически нам ничего не рассказывал. И, конечно, 9 мая никак без традиционной солдатской каши. Для горожан приготовили 6 баков. Это 3000 порций гречки с тушенкой. К слову, праздник не ограничился парадом и шествием полка. Продолжился народными гуляниями и концертом с участием творческих коллективов города. Отмечали большую победу до самой ночи. За лесом солнце воссияло, и черный ворон прокричал. В Сыктывкаре торжество тоже не ограничилось одной лишь Стефановской площадью. В Кировском парке представители Центра коми-культуры научили ребят делать открытки в виде символов военного времени – белого голубя и георгиевской ленты. А еще рассказали малышам об их истории и наказали поздравить в этот день своих бабушек и дедушек. Сегодня мы учим всех детишек сделать что-нибудь приятное для ветеранов, для своих дедушек, бабушек, красоту какую-то. Забраться на скалу, подтянуться, отжаться, сыграть в футбол, флорбол. В общем, здесь можно было проверить, на что ты способен. Есть и площадка по баскетболу, нужно максимальное количество раз забросить мяч в корзину за 30 секунд. Если отличусь, дадут сладкий приз. Посмотрим, будет он мне положен или нет. И где мой сладкий подарок? Кто точно без подарка не останется, так это они, отжимающиеся. В подходе по 20 отжиманий, затем отдых. Итак, внимание! Больше 1000 раз. Кто дойдет до финала, получает хорошую скидку в один из фитнес-центров города.
Сегодня мы отжимаемся то количество раз, которое прошло с момента 9 мая 1945 года. То есть 27 тысяч 28 дней прошло, и мы сегодня столько отжимаемся. 27 тысяч 28 дней. Очень хочется, чтобы спустя десятки лет это число и количество отжиманий стало в разы больше. И согласитесь, такой марафон ничуть не пугает, а наоборот, вселяет надежду. Анна Зубарева, Ирина Шумихина, Виктория Науменко, Дмитрий Ведерников, Кирилл Нифонтов, Павел Лагутин. Телеканал Юрган.